Здравствуйте. С какими проблемами сталкиваются туристы в Абхазии? В эфире «Аргама». Сегодня в нашей передаче принимает участие заместитель министра внутренних дел Зантари Зураб Георгиевич, член Общественной палаты Ахба Астамур, можно его считать экспертом по туризму, представитель Министерства туризма из отдела контроля за осуществлением туристической деятельности Хута Батараш и моя соведущая Анна Гуня. Еще раз здравствуйте. Наши восточные соседи ведут информационную войну против абхазского туризма, пытаясь запутать и запугать российских туристов, распространяют фейковые материалы об Абхазии. Надеюсь, мы с вами встретились в таком формате сегодня не зря, и нам удастся поговорить честно о ситуации, которая существует в этом контексте. Итак, с какими проблемами встречаются российские туристы в Абхазии? Я хотела бы начать наше обсуждение сегодня с Ахбы Астамура. Как вот на этот вопрос, если прямолинейно, ответили бы вы? Ну, знаете, Ирина Шатаевна, в последнее время я тоже пытаюсь выезжать в те или иные страны, посещать, посмотреть, насколько они развиваются и как нас описывают, или насколько описывают, что наша страна небезопасна и соответствует тем или иным стандартам. На самом деле это так или это все выдумано. Я бы не сказал, что у нас что-то плохо развивается или что-то не так происходит. Информационно, технически, инфраструктурно. Также ряд стран нуждается и сталкивается с теми или иными проблемами. Но целевая аудитория, которая нас уже выбирает за последнее время, так скажем, да, более 20 лет, они также по сарафанному радио передают информацию о наших недостатках, достатках, где-то и обосновано, где-то не обосновано. И мы тоже помним, когда на самом деле были года, наши соседи восточные, когда могли использовать те лозунги, которые они сейчас пытаются написать в каких-то социальных страничках, так, да? Но это уже практически не работает, потому что есть участники рынка. Вы считаете, что в социальных сетях грузины, которые создают вот такой негативный имидж Абхазии, они не могут влиять на аудиторию? Если они на 1% повлияют, то мы скажем, это хорошо с их стороны. А последнее время это не работает. Откуда вы это знаете? Как можно это вычислить, что мало на кого это влияет, то, что говорят наши соседи? Потому что мы можем и красивую информацию дать, и описать наши услуги настолько. По факту приезда все равно турист будет оценивать. И турист уже будет передавать информацию. Это его родственники, друзья, товарищи, где он работает, созидает. Именно вот информация, которая от них идет, является главным индикатором, конечно. Да? Это самое главное, и надо работать здесь, на поле. Ну да. Что в интернете может найти турист? Вот я вчера искала очень долго. Отзывы есть и отрицательные, и положительные. По поводу того, что наши соседи с восточной стороны, чтобы подпортить имидж Абхазии, очень серьезно работают, у меня создалось впечатление, потому что были сайты, где очень много комментариев, и все они негативные. Абхазы — это очень грязный народ, не приезжайте к ним. Там небезопасно, не называют ни имен, ни фамилий. То есть вот мы в какой-то гостинице остановились, хозяин гостиницы Василий Викторович, он нас обманул. То есть какие-то такие вроде бы детали, но уточнений нет. Ни фамилии этого хозяина, ни названия гостиницы, но очень большое количество комментариев. Это влияет на загрузку сегодня ательеров или каких-то квартиросдатчиков? Пусть пишут. Пусть пишут, если они нашли аудиторию, которые читают и которые хотят искать эту информацию, они будут искать. А кому нужна объективная информация, он пропустит эту информацию, и дальше будет искать ту информацию, которая ему нужна. И сегодня вы должны понимать, за последние 20 лет активно работают с такими игроками на рынке туроператоры.
А за последние 5 лет сюда к нам пришли крупные туроператоры, которые практически работают на Вы имеете в виду известные российские направления. туроператоры, Ну, российские. Мы практически, нам сегодня не нужен внутренний туроператор, который занимался бы этим. Мы являемся, я всегда на эфирах и на площадках говорю, мы являемся поставщиками туристических услуг. У нас есть с чего сформировать туристский продукт. Но формированием, комбинированием туристских услуг занимаются непосредственно наши партнеры. И у них есть свои каналы продвижения. Я почему говорю интернет? В последнее время мы все прекрасно знаем, мы сами тоже, что-то нам нужно, мы ищем на определенных платформах. Не будет турист заходить, искать вот в поисковике, он уже определенные мобильные приложения или даже уже не мобильные приложения, да, мобильные приложения, можно сказать, платформы. Да, сегодня понятно, что для российских ательеров Booking.com закрыт, но для Абхазии открыт. Сегодня знают все прекрасно. Есть еще наподобие Booking.com островок, куда люди заходят и очень активно размещают свои средства размещения наши участники рынка. То, с чего Астамур начинал, вот, он скептически относится к тому, что идет определенная информационная война против нашего туризма, и что это не очень влияет на публику, которая, в общем, туристическую собирается отдыхать в Абхазии и так далее. Но вопрос неоднозначный, наверное, да. Я вам пример приведу. Сейчас последнее спорит, событие в Грузии, то, что было тогда. С парламента выгоняли российского дипломата. По всем информационным каналам говорили, что там российского дипломата выгнали, чуть не убивают. Но при этом российские туристы были готовы поехать, посетить и размещаться. Авиасообщение было приостановлено между Грузией и Россией. Но на пунктах пропуска стояли с российскими номерами и планировали ехать. Почему мы хотим всегда говорить, что что-то влияет, а что-то не влияет? А вот были лишь события. Я почему говорю, что надо всегда свой продукт правильно подать и правильно раскрыть, и качество. Граница, наверное, одна из серьезных проблем, которые туристы встречают. Но эта проблема тоже решается. Вот я не знаю, в этом году, насколько ситуация улучшилась, но переговоры на самом высоком уровне, наверное, в этой связи происходят и происходили. И какие-то моменты положительные, наверное, есть. Но вот помимо границы, хотя это очень важно, потому что это вот наши главные двери, наши ворота, скажем, да, ворота в страну, и насколько они хорошо открыты и комфортны для туриста, это, конечно, важно. Но еще какие есть проблемы для того, чтобы мы об этих проблемах поговорили? Ну, границу вы подметили, как бы там ни проводили на высоких каких-то площадках переговоры, граница остается основной проблемой. Мы все говорим только об автомобильном пункте пропуска, но я недавно тоже целенаправленно пересекал границу и через пункт пропуска пешеходную зону пересекал. И со стороны Российской Федерации обратил внимание, ранние вопросы, которые мы решали, поднимали, это элементарные вопросы освещения, там, в ночное время, когда пересекают, там, с российской стороны тоже, к сожалению, практически сегодня нету. В темное время суток люди стоят в темноте, там образуется очередя. А касаемо нашей станции, это конечно, на российской стороне, на российской уточняю. стороне, да. Также с нашей стороны, конечно, еще нужно создавать условия. Это необходимо, да, там был построен пункт пропуска и сегодня, можно сказать, уже нуждается в реконструкции, учитывая те или иные потоки, которые уже образовались. И на автостанции необходимо еще ряд условий создавать. Также, ну, информационные указатели касаемо направлений городов, там, к сожалению, надо еще мало, приводить. Да? Мало указателей, да, недостаточно? Ну, мало указателей, направлений надо чуть-чуть тоже то, что устарело, обновлять, делать. Ну, сегодня мы знаем также уже, да, лица, которые приезжают на личном автотранспорте, подлежат страхованию. Образуются места, где, допустим, в других административных районах, если в Даутске там, или Сухумске, если мы говорим, то в пунктах, где пост ГАИ, там понятно о привъезде, там, конечно, учитывая
ширину трассы или там чуть-чуть неудобно получается в ночное время, если обратить внимание. Ну и, конечно, там при возвращении в последнее время были, да, очередя. Люди, которые намерены попасть в автостанцию, они должны в общий поток движения стоять, те, которые пересекают на автотранспорте, то есть направление Сочи. Также в направлении населенного пункта Сальма. Вот в это направление, конечно, и грузовые, там, и автобусные, которые возвращаются. Мы говорили это уже давно, к сожалению, ремонтно-восстановительных работ пока там не ведут, и по сроках проведения тоже никто не озвучивает. Проблемы основные далее, когда люди прибывают, если в ночное время. Если я недавно, 3 дня, как я вернулся из города Геленджика, и по возвращению также посещал прибрежные города, которые располагаются. Мне понравилось, я об этом тоже когда-то озвучивал, что при въезде в городе необходимо, конечно, такие информационные, такие небольшие будки поставить, услуги размещения кто предлагает. Да, у нас по трассе видно, что определенные лица стоят с определенными табличками. Такие тоже лица встречаются на территории Российской Федерации, но над этим вопросом могли бы подумать руководители администрации городов и районов. То есть не все пользуются, да, как мы говорим, интернет-ресурсами, если мы подметили 80%, а есть люди, которые не доверяют информационным каким-то площадкам, и не хотят ни объективную, и не субъективную информацию брать, потому что на практике было так, что к нам те, которые были намерены приехать размещаться в отелях, бывало, что от эти интернет-странички, которые есть, да, вот они были поддельные, люди попадались под руки мошенников, и в связи с этим некоторые опасаются. Но по факту, пока не доберутся, могли бы получить при въезде в район, в Гагрский, или там, Гудаутский, или в Сухумский район, получить предварительную информацию, уже по навигационным картам попасть в те или иные места, которые они намерены посетить. А также, конечно, мы здесь недавно тоже обсуждали пляжную зону, инфраструктуру пляжную. Конечно, мы могли бы над этим поработать более эффективно, создать. Уже пора разрабатывать национальный стандарт и проводить конкурсы, участники, которые непосредственно должны быть. И, конечно, там уже и более безопасные услуги могли получать. Спасибо большое. Я хотела бы подключить к разговору заместителя министра внутренних дел о безопасности туриста. Очень важная вещь. Я посмотрела в разделе на сайте Минтуризма, есть раздел, куда можно обращаться в случае, если будут проблемы или жалобы. Подробная информация, начиная от телефона заместителя министра внутренних дел и заканчивая там по всем районам. Но я решила проверить. Почувствовала себя на месте туриста, у которого возникли проблемы. И я решила набрать номер, телефон доверия внутренней безопасности. Мне не ответили. Я хотела бы узнать, используют ли туристы и с какими жалобами обращаются к вам туристы. Если есть статистика, то вот за этот сезон сколько было обращений? Вот дайте нам, пожалуйста, информацию. По этому поводу что я могу сказать? Естественно, на этот телефон поступают звонки, но не так уж много их. А на те, которые поступают, естественно, реагируют сотрудники милиции и проводят свою работу. А по поводу граждан, которые приехали в Абхазию отдыхать, если у них происходят какие-либо там, связанные по отношению к ним незаконные действия, они, естественно, обращаются в райотделы милиции или там, в городдел, или видят сотрудников милиции, которые находятся на улице, обращаются к ним, те им говорят, куда обратиться. Естественно, подается заявление ими, на что потом дальше уже проводятся определенные действия сотрудниками Чаще милиции. какие виды нарушений? Ну, это мелкие кражи, там, потеря какого-то предмета, там, имущества, там, телефона или еще в этом чего-то. году какая фактология, какая статистика? Именно в текущем году, в этом сезоне, вернее. Вот по этому поводу, что я могу сказать? Вот с мая месяца по июль у нас статистика такая. В общем, совершено преступлений 34 преступления, из них раскрыто у нас 23. 23 раскрыто, да. А вот именно по каким городам и районам в городе Сухум совершено 12
раскрыто из них 10. В Гагском районе совершено 13, раскрыто 8. В Гудаутском районе совершено 7, раскрыто 4. В Сухумском районе совершено 2, раскрыто 1. Но помимо вот этих всех районов, которые я перечислил, есть еще Ачимчийский район, Кочельский район, Гальский район. Там практически этого нет. И Гульрипский район. Нет или не зафиксировано? Нет. Все у нас фиксируется. Уверена, да? Да, это, скажите, пожалуйста, Потому если что у нас есть сравнивать, свои- это вот высокие цифры, это меньше стало преступлений? Намного стало меньше. Ощутимо А как вы это меньше. объясняете? Вот, в принципе, в прошлом году, вот я помню, немало было случаев, да и раньше, уже сколько лет, вот слышали о том, что отдыхающие утонули, в горах потерялись, погибли. Я понял, о чем вы Вопиющие, говорите, кстати да. говоря, были факты ужасные. Просто вся страна каждый раз содрогалась, мы все переживали. Вот в этом году я просто боюсь сглазить. Я не знаю, что будет в августе. Дай бог, чтобы этот месяц у нас прошел хорошо. Вот каких-то громких вот таких вот вещей, вот серьезных, мы не слышим. Откуда мы информацию черпаем прежде всего? Не только из оперативных сводок, но мы в социальных сетях, в общем-то. А там люди знают и то, что есть, и то, чего нет, тоже вот пишут и так далее. Поэтому вроде бы немножко другая ситуация. Какая она? Ну, по поводу того, что вы сказали, я могу сказать то, что гибель российских туристов и иностранных граждан, которые приехали отдыхать на территорию Абхазии, в основном, когда они самостоятельно идут на пляж, ну, естественно, купаются, отдыхают, они употребляют спиртные напитки. После употребления спиртных напитков, естественно, идут в море. И Хорошо, но в этом последствия году были страшные. случаи Были гибели моменты людей? такие, такой информацией у нас владеет в основном МЧС. Это ихняя как бы деятельность. Да. Была, кстати, у нас недавно информация, что двоих туристов спасли. Вот они заплыли далеко, и сейчас, по-моему, в какие-то жесткие водные ограничения, или как они Да, называются, то помните, были ввели случаи, недавно. когда даже Контроль дети осуществляется утонули, жесткий, да. да. Да, мать. Помимо тех лиц, о которых я перечислил, купающихся на море, существует еще горный туризм у нас в Абхазии. Вот, граждане, которые у нас приезжают в Абхазию и посещают горные места, они почему-то считают, что они знают горы Абхазии и самостоятельно начинают передвигаться по горам Абхазии. Теряются, естественно, потом не знают, как выйти оттуда. И начинается уже поиск со стороны сотрудников МЧС. Это их непосредственная Ну да, у обязанность. них очень много работы, Да. по-моему, и летом, и зимой. Очень Пытаются много их работы, да. найти, находят, но в большинстве случаев бывает, что люди погибают. Потому что они попадают в такие условия, в которых они не могут ни сориентироваться, ни выжить. Тяжело становится. Человек, который не приспособлен к этому, оказывается в таких условиях. Ну, Если ситуация более спокойная в этом году, хотя это с вашей стороны я не вижу оценочных пока суждений, это я говорю, получается так, что ситуация получше в этом плане. Чем это объясняется? Правоохранительные органы какой-то опыт учли, что-то изменили в своей работе или что произошло? ну, правоохранительные органы в лице МВД, они занимаются тем, что выставляют патрульно-постовые службы в таких местах, в предгорной зоне, где туристы посещают определенные места, где есть у нас там, скажем, храмы находятся, куда прибывает очень много их в летний период. Там у нас находятся люди, сотрудники милиции, которые несут службу и, естественно, смотрят за всем тем, что происходит там. Если они начинают уклоняться от маршрута, естественно, им объясняют и говорят, что этого делать нельзя. Если у вас есть там экскурсовод или проводник, тот человек, который несет ответственность за вас и который знает маршруты передвижения, то пожалуйста.
Ну, Зураб Георгиевич, на вопрос Анны, значит, нет таких фактов или не фиксируются факты и так далее. Вы ответили, что По поводу- все фиксируется, то есть все, вы говорите, Да. все фиксируется. И я видела улыбку лукавую такую Тараша, когда об этом заговорили, либо он думал о чем-то другом, может быть. Эта статистика, какое впечатление на вас производит? Данная статистика намного лучше, чем прошлые года было. Это уже намного лучше. МВД начали работать в туристическом Видите, плане а я намного могла лучше. эту улыбку понять Ну, неправильно. Ну, да, Это был знак интересно. согласия. Это я рад, что так хорошо у нас все в стране. Да. Вот за это улыбаюсь. То есть вы согласны с тем, что меньше стало таких преступлений в Да, туристический Нет сезон? оправдания тоже. Причем, знаете, Да. Почему? потому что со стороны тех, кто промышлял эту деятельность тоже, интерес пропадает. Потому что многие туристы А уже... кто промышлял, кого вы имеете в виду? Воришки, наверное, мелкие, которые на пляже обычно с сумками Ну, они бегают. тоже интерес теряют, потому что сегодня Почему? уже люди в основном деньги держат на картах, карте. правильно же? А то, что ты получил, стал владельцем этой карты, как ты деньги обналичишь? Хорошо, а воришки переквалифицировались? Далее, телефоны, которые сегодня используют, или Audi, или технику, которую они используют, они практически тоже уже не имеют никакой ценности. Во-вторых, во многих объектах и по центральной трассе, во многих городах и районах появляются уже видеонаблюдения. Это все, конечно, сыграло свою роль. И также с года в год мы видим, конечно, проводятся те или иные мероприятия в городах и в районах, то есть патруль увеличивается. Да, конечно, хотелось бы, чтобы еще побольше стало в ночное время, когда во время туристы должны спать, или также горожане в городах и в районах появляются с такими звуками машины, с какими-то скоростями. Конечно, здесь еще надо работать. Ну, я думаю, что они на это обращают внимание. А так, статистику тоже надо воспринимать. К ним же кто обращаются, они же фиксируют. Если к ним не обратились, что делать? Аԥсышәала исҳәар сҭахуп анаҩстәызҵаара хәыҷык саҿыԥхашьоит, аха уеизгьы иалацәажәоит азыҳәан исҳәар сҭахуп иҟоума убри аҩыза аҭагылазаашьа мамзар иҟамкәа, иҟазар акәхап, аха уеизгьы. Абри саҭамзаат, шәынтә саҭамзаат. Зыԥсы зызшьо аҳәса Аԥсны иаауа, аҭыԥҳацәа ҳҳәап, нас убырҭ рганахьала аԥсуа ҷкәынцәа иакәымкәа рхы нымҩаԥыргахуп рҳәеит. Уи ԥсшьара ианаауа иҟазар акәхап, ус аромантика иашьҭоугьы, аха арԥарцәа рҳәеит, аԥсуа ҷкәынцәа ианыржәлак нас даҽакала ирызныҟәоит рҳәеит, раҳаҭыр ладырҟәыр алшоит рҳәеит. Ус еиԥш иҟоу ахҭысқәа ыҟоума? Иашшыз зырдыҟом. Заявление было там одно, но оно было сразу забрано этим же гражданином. Почему? Потому что в принципе такового факта не было. Просто была какая-то обида у нее, она абсолютно связана с другим, но это все установили, она быстренько это все конечно, забрала. они ругаются, ничего нет. и Это всякое отношения, бывает, я извиняюсь, да, это люди. да. В отношениях существует всякое. Конечно. И конкретно вот таких фактов у нас есть. А если таковые факты вообще появляются, это в основном прерогатива у нас, конечно, прокуратуры. Первичные материалы, все необходимое делается сотрудникам милиции, а дальнейшее полное разбирательство и наказание этого гражданина, это уже прокуратура. Я сейчас тоже хочу особо дополнить, тяжкое просто, если даже преступление. мы статистику в эту сомневаемся, я сейчас не говорю, что может быть какие-то ошибки, но вы поймите, российские туристы также они обращаются в консульство Российской Федерации. Когда я работал, мне консул, который тогда здесь находился, он мне по ряду вопросов набирал, что якобы там у кого-то деньги закончились, якобы не те цены обусловили, кто-то их заселил, потом они выбрали какое-то место. Мы тоже в ручном режиме какие-то вопросы решали, потому что они к нам тоже обращались, потому что потом с начальниками милиции тоже в городах и в районах выходили, восстанавливали. И когда начинали разбираться, на самом деле там вообще другое нам рассказывали. Что туристы взяли там какие-то пульты, там выбросили какой-то унитаз, там что-то сделали. Ну, понимаете, мы можем много чего скрыть, но у нас здесь находится посольство Российской Федерации и консульство. Они могут набрать и обратиться. И могут здесь, на территории Абхазии, не обратиться, но когда они могут покинуть территорию Абхазии, обратиться.
Ну, среди вопросов, которые относятся к безопасности отдыхающих, это, конечно, безопасность на дорогах. Молодые люди, которые ведут себя на трассе как террористы просто. Вот они пытаются монополизировать трассу еще на таких сложных участках, это вот начиная от Гумисты дальше. И вот там рассказывали, что буквально машину туриста молодой человек, местный, конечно, наш гражданин, превратил в смятку. Но при этом, говорят, люди выжили, чудом просто выжили. И здесь, в городе тоже, в центре города недавно была вот авария, но там говорили, что нарушили прежде всего. Вот российские туристы, кстати, они тоже очень часто, и бывает, что ездят хуже наших, такое тоже бывает, да. А какая информация у вас? Все живы? Все живы. По поводу ДТП, связанные с гражданами с других государств, которые прибывают к нам, у нас по статистике проходит 9 ДТП, в которых пострадало 19 человек, а погибших нет в этих случаях. Ну, слава богу. Но вот скажите все равно, вот в какую некомфортную ситуацию попадает? Да, вот, скажем, целая семья приехала, они приехали на своем автомобиле, попадают в аварию, машина уже не годится, они как-то планировали отдых, для которого автомобиль это требовался и так далее. Вот это меняет все. Это меняет абсолютно их отдых, и отдых становится некомфортным. Что делают правоохранительные органы, что делает власть, как они подключаются для того, чтобы быстрее как-то вот их поддержать? Ну, связанное с ДТП, если их транспортное средство очень сильно пострадало в этом процессе, тогда, естественно, они обращаются в страховочные компании, потому что у нас практически все граждане Российской Федерации и иностранные граждане, которые посещают Абхазию, они страхуют свои транспортные средства. Но это что происходит, как должно быть? А вот какие-то есть у вас факты, как это происходило? На самом деле смогли помочь, не смогли помочь? Естественно, вот были факты, связанные с ДТП. Они обращались в эти вот, как вам сказать, службы, структуры, страховую компанию, которая выплачивала там нанесенный ущерб транспортному средству, но перед этим всем, естественно, госавтоинспектора устанавливают причину ДТП, устанавливают, кто виноват в этом ДТП, составляется схема, набирают определенный материал, который переправляется, естественно. Но обычно у нас все это занимает много времени. Понятно, процедурные вопросы. А вот для них много времени как? Вот, ну, они оставляют свои контактные телефоны, все обмениваются и выходят уже друг на друга. Или они обращаются, или уже сотрудники милиции обращаются к ним. Но сотрудники милиции, они делают свою работу очень быстро, составляют все необходимые материалы и передают уже в страховую компанию, которая дальше уже занимается выплачиванием этой суммы, или же там материалы передаются дальше в суд, если какие-то спорные моменты существуют, и они уже проводят свою работу. Вот я сейчас уже хочу обратиться к Тарашу. Тараш работает в отделе контроля, да, за туристической за осуществлением туристической деятельности. Что за контроль? Что вам удается контролировать? Во что вы можете вмешиваться? Где вы можете помогать? Ну, если быть точным, моя должность и наш отдел называется отдел за осуществлением туристской деятельности, координационной работы с органами власти. То есть, если первую строчку брать, контроль, мы осуществляем контроль экскурсионных организаций, экскурсоводов. Допустим, мы проводим рейдовые мероприятия, чтобы все проходило в рамках закона, экскурсии проходили, чтобы на территории Абхазии работали и были только аккредитованные экскурсоводы и фирмы, которые имеют лицензию. Это основная наша обязанность. Помимо этого, как я сказал, уже у нас должность называется координационной работы с органами власти. То есть поступают жалобы в Министерство туризма, они поступают сразу к нам в отдел. Да, в основном жалобы, когда людей обманывают, то есть когда, допустим, забронировали какую-либо гостиницу, частный сектор, когда им говорили одно, по факту, по приезду они совсем другое видят. Мы стараемся связываться сначала напрямую с гостиницами, с директорами гостиниц, либо с хозяевами, чтобы они урегулировали этот вопрос мирным путем. Но, к сожалению, бывает так, что, вот, допустим, последний случай, который у нас был,
Вот человек приехал, точнее забронировал целый дом, заплатил очень большую сумму за этот самый дом, и в первый же день, когда он приехал, с него забрали деньги. Но, к сожалению, цена, то есть не то, что цена, вообще не соответствовала тому, что было написано в интернете, и то, что обещали ему хозяева данного дома. Но что произошло? Видите, когда он оплачивал деньги, он ни договор не подписал, никаких документов нету. То есть это, можно сказать, как это разбирать в рамках закона. То есть когда обычно мы в таких случаях обращаемся в МВД, то есть к участковому, то есть главному участковому, чтобы он отправил участкового в этот самый объект для разбирательства дальнейших обстоятельств. Сначала проводится разъяснительная беседа, конечно, таки с хозяевами гостиниц, либо частных секторов. Потом уже проводится беседа с теми, кто, к сожалению, попал в такую ситуацию. Где-то получается быстро решить данный вопрос, где-то очень сложно решаются данные вопросы, потому что по закону мы ничего не можем им сделать. Вот человек на руки дал ему деньги, не подписав ни один договор, ничего там не закрепив документально. Вот как ты с него обратно заберешь эти деньги? То есть с такими проблемами мы тоже сталкиваемся. Мы стараемся решить эти вопросы. Если сами не можем, мы уже обращаемся в МВД. Очень часто к нам обращаются еще, в начале сезона были такие обращения, как с поддельными сайтами. Вот Астамур Яковлевич уже говорил об этом. Очень часто в Абхазии создают поддельные сайты больших санаториев. Не в Абхазии, да, если быть точнее, на территории Российской Федерации создаются сайты поддельные с такими же объектами, как у нас в Абхазии. Допустим, это мошенничество. Да, мошенничество, да, и они обращаются к нам, чтобы мы решили этот вопрос. Но видите как, вот они обращаются к нам, там только на сайте написано, что, мол, типа, в Абхазии находится сам сайт, зарегистрирован в России, допустим, создан. Их юридические адреса и все контакты находятся в России. Что мы можем сделать? И порой люди не могут понять, почему мы не можем никак повлиять на это. В этом случае мы стараемся уже обращаться уже в органы власти Российской Федерации, чтобы они там пытались разрешить этот вопрос. Но почему-то постоянно не обращаются к нам. Кстати, хотя по закону... случаев мошенничества много. Конечно, вот и они онлайн, присутствуют, много. особенно в начале этого сезона. Это и в России, и в Ну, это других везде, странах. да. Вот я просто говорю, Киберполиция занимается на территории Российской Федерации, но это очень трудоемкий и сложный процесс выявить. Здесь оговорился он тоже, не в России юридические адреса создают. Это непонятно, где, на каких площадках создают эти адреса. Они даже порой использовали цифры, так скажем, сотовых компаний, которые, можно сказать, что это абхазские операторы. А по факту даже в системе GSM эти номера не были зарегистрированы. Но были какие-то, кого-то выявляли, кого-то осуждали. Но, честно сказать, это очень сложно, и нам приходилось разъяснять, что абсолютно к этому не имеет Абхазия отношения. Последний такой случай, это с пансионатом «Холодная речка» был связан. Там очень крупная сумма прошла через этот мошеннический сайт. Они обратились к нам. Мы, конечно, сразу позвонили хозяевам, директорам. Они сказали, что мы никакого отношения к этим сайтам не имеем. И мы начали объяснять человеку, что это все-таки мошенники, которые находятся в России, благодаря их реквизитам, которые были на сайте, и тем более они деньги переводят через банковские счета, через карточки онлайн. То есть там уже есть реквизиты этого человека и так далее. Но все равно даже эти службы, которые находятся на территории Российской Федерации, вот ты перевел человеку деньги. А зачем ты их переводил? То есть нужно будет потом через суд доказывать, что это было мошенничество, что тебя люди обманули, кинули, грубо говоря, и нужно будет возвращать эти деньги. То есть трудоемкий процесс. То есть ательеры в таком случае очень трудно себя обезопасить тоже. Не то, что не в доверии. Отеля там больше в чем. Вот у нас проблема была с турагентом. То есть турагент нашел, допустим, пансионат, грубо говоря, тоже «Холодную речку». Он через этот сайт увидел, что через сайт дешевле, чем через туроператора заказать, напрямую заказать и так далее. И он решил сэкономить деньги, заработать и так далее. Он решил напрямую заказать через сайт, не убедившись, точно не узнав, что это, как бы сказать, можно ли им доверять, нельзя ли им доверять и так далее. Я просто хотела добавить, опять-таки провела небольшой эксперимент перед эфиром, позвонила одному своему знакомому гиду, который проводил экскурсию. Как раз, когда я ему набрала, он с туристами проводил экскурсию на Рице. И когда я ему сказала, с какими проблемами сталкиваются туристы, можешь мне рассказать? Он говорит, давай прямо в онлайне, я спрошу у них сейчас. Вот что они ответили, я записывала.
Значит, простите, но туалетные комнаты. Для них это большая проблема. Яхты, скутеры. Их, говорит, очень много, и это небезопасно. И потом после них остается какая-то вонь. Разводы на фото. Что это? Значит, они останавливаются сфотографироваться, на их же телефон фотографируют. Ну, там у малой рицы, еще где-то, может быть, с обезьянкой, не знаю. Потом они должны оплачивать, могут выставить счет. Есть, да, такое, 1500, 2000. Потом у них начинается скандал, турист не хочет платить, потому что это его телефон, тот говорит, что потратил на него время. Дальше говорит, устье 2 рек 50 рублей, еще там какое-то красивое место 100 рублей. Везде, говорит, чтобы сфотографироваться или посетить, дальше еще турист должен тратиться. И еще по поводу качества питания в ресторанах. Видимо, такой поток не успевают обслуживать. И все такое холодное бывает, вчерашнее бывает, невкусное и не свежее. Бродячие собаки они называли, что это серьезная проблема бродячих собак. К вам обращаются с жалобами в Министерство Да, туризма? Обращаются? Какие жалобы? Ну, В этом году, например? В этом году в основном это с мошенниками очень часто сталкиваются, обращаются за платные парковки, потому что на парковках люди не могут предоставить документы о том, что здесь, допустим, организована платная парковка, за которую нужно платить. Обращаются как раз-таки за то, что не соответствует цены качества. Или, допустим, мы обещали одно, а показали совсем другое. Когда мы готовили эту передачу, вашего руководителя, министра не было, он в рабочей поездке находится в России. И, в принципе, там, я знаю, что у него очень много работы, насыщенные бывают очень рабочие поездки и так далее. Вот поэтому, иначе я думаю, что если мы его пригласили бы, хотя мы сейчас не планировали, он пришел бы. Но дело в том, что его подчиненные, скажем, да, заместители, начальники отделов и так далее. Мы вчера вот целый день не могли никого уговорить прийти на передачу. Меня это ужасно поразило. В отличие от них, кстати говоря, руководитель национального парка Рицинского со СМИ взаимодействует очень охотно и всегда готов поделиться информацией. Летом напряжены все, кто занимается турбизнесом, да, кто зарабатывает какую-то копейку на этом и так далее. И напряжены, кстати говоря, многие службы. Вот мне интересно, вот ваше министерство, вот в каком напряжении оно находится летом? Насколько это ответственно, насколько это сложно? Или, в принципе, сейчас происходит то, что происходит в течение круглого года? Служба наша, Министерство внутренних дел, она работает в усиленном режиме. Это по приказу министра внутренних дел. Все райорганы и сам центральный аппарат, он постоянно находится в усиленном режиме работы. И вся работа, что у нас ведется, она вся подконтрольна министру. Скажите, телефонных краж много? Присутствуют такие моменты. Ну, немного, да? Да, они присутствуют, и эти моменты есть у нас, но уголовный розыск у нас реагирует моментально и раскрывают эти преступления, и хозяевам возвращают телефон. Астамур называл определенные причины, и совершенно логично, которые повлияли на то, что воришкам теперь неинтересно там воровать. Ну, не то, что интересно, верно. это трудно уже, потому что люди пользуются карточками там, и так далее, они кошельками. Ну, то, что связано с телефоном, телефон тоже он вычисляется очень быстро. По геолокации, Да, наверное. по геолокации там еще А много вот других какая-то другая моментов. новая тенденция появилась, они не переключились на что-то другое, они же ребята сообразительные. Насчет предприимчивости их, Да. вы хотите сказать? Ну, у нас чуть-чуть сегодня ситуация в уголовном мире, она, видно, отстает от общего. И вот у них вот как бы идет процесс Страна застоя. маленькая. Да, страна маленькая, потом у нас, видите, как мы граничим только с одним государством, с которым у нас открыто это все. И вот этот вот поток информационный и на нашу территорию он как бы попадает не так уж сразу, и от нас туда то же самое. Ну, ведется работа определенная, и реагируем. Там турист тоже должен не расслабляться. Ты приедешь в Турцию, тебя также там же найдутся те лица, которые тебя обманут. Я сам подвергался к таким каким-то процессам, так скажем, да, попадался тоже.
То есть Тебя мошенничество, оно обманут, там присутствует очень везде, сильно да. развито в Турции. Мошенников очень много. Если думают, что в Абхазии это не имеет места быть. Конечно, здесь тоже появляются, но никто не должен расслабляться ни на пляже, Но ни оно в объекте массовый питания. характер. Но И то, всё что это мы надо. говорим, я не хотела бы сама вот приходить к этим выводам. Я надеюсь, что зритель тоже сделает объективный такой анализ, что ли. Если информационно воюют с нами, создавая негативный имидж Абхазии, криминальная страна, убивают, насилуют, грабят и так далее, вот получается, что такого кошмара, вот то, о чем они говорят, кстати, во многих цивилизованных странах происходит. Намного больше этих фактов. Происходит Там гораздо больше организованные даже. вообще. У нас, Да, если больше здесь не даже, да? организованы, Да. какие-то стихийные, так сказать, Спонтанно. да. Мы Что-то просто, да, в происходит последнее время единично. очень боимся что-то позитивное подчеркнуть, но все равно, вот, дай бог, чтобы мы этот курортный сезон вот так вот завершили, как сейчас пока идет. В этом контексте я имею в виду безопасности наших отдыхающих. Я вот помню, как-то рядом в рыбном магазине как-то, или же выносная торговля рыбная на рынке, подходит отдыхающий и спрашивает у продавщицы, он посмотрел, что есть, и говорит, а ничего лучшего у вас нет? И на этот вопрос она ему так прокричала, чем тебе эта рыба не угодила? Я, ну, понимаете, да, ну, правда противно. Здесь вот хочется вот спросить, для нас хамство – это проблема? Вот эти дни я получала информацию от экскурсоводов, они говорили, что мы сталкиваемся со многими случаями, когда наши жители хамят. Вот интересно, мы туристов хотим. Представим себе Абхазию без туристов летом. Это, конечно, кошмар, это ужасно и тоскливо, и все остальное. И в то же время многие из нас не умеют разговаривать, не научились Есть такие разговаривать факты, и так есть. далее. Но когда я глубже начала вникать в эту проблему, я поняла, что это обоюдно. Хамство, которое идет от туристов, оно тоже просто страшное. И поэтому мне хочется спросить, вот у кого есть информация, вот хамство для нас серьезная проблема? Один вопрос. И второй вопрос, насколько турист изменился? Вот я слышу, что он изменился. Какой турист этого года? Все зависит от сегмента и того сектора, где они отдыхают. Конечно, средний и ниже среднего сектора, он, конечно, таки как был слабо, ну, как бы сказать, не такой экономически выгодный турист, как, допустим, тот, который отдыхает в лучших условиях и так далее. Они разные встречаются. В этом году, вот, я даже замечал, мы по объектам, когда ездили, смотрели, вроде бы отель хороший. Люди заплатили там энную сумму денег, но все равно люди боятся тратить деньги. Ну, я не знаю, это все зависит от того же отношения, может быть. То есть все по-разному встречается. А были такие, что когда к нам приезжали, можно сказать... Боятся тратить деньги, потому что денег нет. Денег, может быть, даже есть, просто они боятся глобальных ситуаций по всему миру и так далее, то, что происходит сейчас по всему миру. Они боятся тратить деньги. В принципе, деньги-то есть на этот период лета. Но все равно люди хотят экономить. Потому вы пройдитесь просто по ресторанам, допустим, той же Гагре, в Пицунде. Там очень мало людей сидят. А зайдите, допустим, в такие магазины, в той же Набзыбе, Олимп, допустим. Там цены ниже всех магазинов других, которые находятся по бокам. Вот зайдите, там с утра до вечера туристы стоят. А бывают такие очередя очень большие. Это о чем говорить? То есть люди не хотят тратить деньги. Или, может, у них нет этих денег? Может, бюджетный туризм? Может быть, что нету таких денег. Но видите, когда вы посмотрите другие крупные объекты, там они находятся, эти люди, и вот они приезжают, отдают деньги. И в среднем сегменте они отдают деньги. Ну, просто не хотят тратить эти деньги. Вот я в этом вопросе так и не разобралась, и не только в этом. Позвонила двум знакомым экскурсоводам. Один говорит, что в этом году турист даже лучше, чем в прошлом году. И тратиться готовы, и сувениры, говорит, покупает. А другой убеждал меня в обратном, что в течение одного дня только 2 туриста, которые хотят поехать по турмаршруту. Больше людей нет, потому что они не могут себе это позволить. И они вот лишь бы вот на море позагорать, потому что
все остальное не входит в их бюджет, не выдерживает. Я так и не поняла. И второй вопрос. Так много в этом году туристов или мало? Не смогла. Кто-то сказал, что мало, видимо, учитывая его опыт работы в его турагентстве. А другой сказал, очень много, автобусы заполнены. Я не знаю, какая-то такой контрастный туризм получается. Вот, а какая правда? Туристический бум, он состоялся? Ну, Кто это видите, может как. нам анализ ответить? должен В быть, принципе, наверное, он в конце. состоялся, Вот наверное. анализ, Это бум ждали. объективные. Ожидали анализ. бум, да. Судя Нет, по дело в том, потоку, Никаких бумов не надо ждать. Абхазия имеет свою пропускную способность. Пошагово Абхазия развивается от зависимости тех ресурсов, которые привлекаются. Это внутренними нашими инвесторами и внешними. Учитывая то, что за последние 5-6 лет ряд объектов прошли реконструкцию, реновацию, за счет этого мы, конечно, получать начали тех туристов, которые обращают в нашу страну внимание обращают. Они хотят, конечно, более комфортно. И все хотят, независимо, он может себе позволить в день 5 раз по экскурсионным программам кататься или посещать те или иные дополнительные услуги. Говорят, Поверьте мне, но соответствие- пока у нас нет статистики, но богатые, не богатые, а дорогие отели, говорят, загружены Дорогие, хорошо. Вот это смотрите, важно. Смотрите, какая ситуация. Соответствие тех услуг, которые им представляют, они платят. Сказать, чтобы не платили бы, они бы не приезжали бы. Они платят. Это мы и так считаем сегодня, что где-то мало зарабатываем или много зарабатываем. Если мы мало зарабатывали, я вам напомню, где-то 2017-2018 год. Поднимите, пожалуйста, вы резко увидите, как один год наш бюджет просел. Когда на самом деле были трудности с посещением, какие-то сложности образовались, там экономические какие-то вопросы были. Если бы они не приезжали, бы, на самом деле мы все почувствовали. Хорошо. А касаемо то, что сегодня там экскурсовод один так сказал, второй так сказал, это не показатель. По По ценам, ценам, я по просто ценам скажу по интересно, ценам. да. Вот, Белек самый дорогой курортный город в Турции. Моя одна знакомая семья, которая живет в Москве, значит, 2 взрослых, 3 детей взяли тур на 2 недели в этот город. А выбрали отель, все включено. Вы знаете, какую сумму они заплатили? 2 миллиона 700 Да, тысяч. так и есть. Вы поймите, что турецкие курорты, они уже раскрученные в мире, Там и дело о не них в- знают. Думаете, Наши только из-за этого? Нет, дело не в начинают раскрученности. делать. Помимо этого еще существует очень много моментов, которые тоже надо раскручивать. Да, там ценовая политика есть, можно где-то на ней сыграть, где-то пойти на уступки, уменьшить ее, но чтобы ты мог привлечь к себе своего клиента. На следующий год ты его заинтересуй другим. То есть играть надо уметь. Нам на что надо этом ориентироваться? поле. На качество или количество? Надо туристов? смотреть по ситуации, что происходит. И вот из этого делать выводы и на этом уже строить свою Смотрите, дальнейшую вы игру. Турцию сейчас взяли пример, да, вы говорите количество или качество. Вот Турция, когда начала развиваться в сфере направления туризма, они сели, посчитали, сколько на сегодняшнее время квартиросдатчиков оставить на рынке. Потому что они прекрасно понимали, что не всех могут трудоустроить 5-звездочные или там 3-звездочные отели, которые они строили. И они посмотрели, Турция это 92 миллиона населения. В одном Стамбуле 10 миллионов где-то проживает население. Наша страна маленькая. Мы сегодня, если 300 тысяч здесь вместе с гастарбайтерами, или как их называть, сейчас никого, чтобы не оскорбить, если мы возьмем, у нас сегодня прирост населения получается вот на 10 дней 70-80 тысяч человек. Мы должны думать, мы правильно можем пропустить или нет. То, что отели появились, отели сегодня имеют спрос, здесь сказать не надо ничего. То, что они должны, конечно, я с коллегой соглашусь, что надо обновляться, надо создавать, руку на пульсе держать. То, что Тарач говорил, то, что сегодня там есть такие отели тоже, Рэдиссон, Эмеретинский отель, хотя и название не хочу озвучивать, там, это апарт-отели и другие крутые отели, так будем называть, они тоже загружены сегодня на 95%. Также они говорят, что дополнительные услуги, они просели по каким-то причинам. Но причины ясны, конечно.
То, что ты сегодня Ну, это- имеешь деньги, можешь себе позволить приехать, рекреационные услуги получить. Но, извините меня, туристы повторяются у нас тоже. Есть люди, которые с года в год приезжают, но им 15 раз рыцу показывать тоже неинтересно. А у нас проблема в организации. То, что гидроскутеры там какие-то ездят по головам, то надо главам администрациям выйти на набережные, посмотреть с ГИМСом и сказать, здесь не техническая зона, а купальная зона. А техническая это зона совершенно разрешена в верно. восточной Другое части место, города или западной части города. А вот это у нас не происходит. А потому что мы боимся кого-то обидеть, Разграничение кого-то ограничить каких-то. А вот здесь, конечно, уже качество будет расти. И эти услуги больше будут востребованы. У меня вот есть такая информация, что в новых туробъектах, у вас, наверное, есть эта информация, в новых туробъектах, которыми заинтересовались туристы, там начинают немножко, может быть, перегибать палку. Везде за все платить сразу. Если мы хотим сразу же, как только мы открыли туробъект, заработать все деньги, мы так можем отпугнуть людей. За все пошагово платить и так далее. Вот это, мне кажется, должно как-то все же регулироваться. Я не знаю, вы замечаете такое? Ну, как вам сказать? Понимаете, то, что кто-то административно или кто-то на него повлияет, абсолютно нет. Это рыночная экономика. Если он так решил цену установить, завтра к нему перестанут посещать. Ну давайте тогда скажем так. Вот в чем то еще тогда- обманывают нет, туристов? нет, то тогда он завтра сам задумается и правильную калькуляцию выстроит, и себестоимость пока товара, он завтра, мне себестоимость жалко товара тоже сегодняшнего посчитает. Ну, туриста, скажем вы так. понимаете, скорее всего, вне конкуренции как-то он находится, и, скорее всего, он думает, что сегодня так, а завтра появятся там участники другие, которые также будут открываться, и потом они вынуждены будут как-то демпинговать не надо. У нас иногда любят тоже Астамур демпинговать. знает туризм не из книжек, он еще знает туризм и из жизни то, что- тоже. Вот на что поэтому жалуются, мы с вами давайте говорили, скажем, в это чем тротуары. еще обманывают или могут обмануть наших туристов, наши же Ну, граждане? понимаете, такого обмана тоже нету. Кто-то сознательно тоже, чтобы целенаправленно, чтобы кого-то обманул, такого нету в Абхазии. Да, скажите, пожалуйста, а когда, что все когда, равно, в Хачапур, и когда что? в Хачапур вместо сыра ты используешь Творог? чуть ли не макароны и творога, а это что? Знаете, Это не какая обман? ситуация? Это как по-другому Бывает называется? так, что вообще ты хачапур можешь приготовить из первого свежего сыра качественного, да? Да. Они могут не воспринять. И точно так же ты можешь такое вино... Да, это Хачапури с макаронами они я не могут говорю, что воспринять? надо как-то менять. но Вообще, они хотят с хачапури творогом. изначально делают. А вино на чистый разлив, продукт. а гранатовое вино, Ну, к которое в сожалению, Абхазии имеет- вообще не производят, гранатовое но вино еще продают. ерунда. Гранатовое вино еще ерунда. Когда мы еще грузинские названия, бренды хотим использовать, и когда мы хотим сказать, что это пил Сталин, когда мы пропагандой Сталина занимаемся, а забываем, что у нас был Нестор Кто Лакоба, этой и когда пропагандой можно сказать- занимается? Когда можно сказать, что Нестор Лакоба любил выпивать, когда принимал гостей Акачич, мы это не хотим сказать. Хванчкару или что-нибудь такое хотим сказать. А здесь вот этого надо бояться. А не то, фамилии что там можно гранатовое назвать? вино или что-то такое. Фамилии я называть не буду, я точно так же, как вы, перемещаюсь по стране, мы все знаем. А кто и должен видим. это контролировать это и должно как должны контролироваться, как раз наказывать надо таких? разработать. Вот у нас есть госстандарт, у нас есть служба, которая... Нет, СЭС это занимается абсолютно другими качеством. делами. Когда у нас вино выпускается в абхазском заводе и называется Лидзава, вот этого надо бояться. Об этих вещах надо говорить сегодня. Слава Богу, потом переименовали ЛДЗА, там все такое. А вот это здесь как раз центральные органы власти должны контролировать и смотреть, кто и что и как выпускает, и какие названия хочет использовать. Хотелось бы коротко поговорить об экскурсоводах. Что у нас в этой сфере происходит? Все ли у нас хорошо? Ну, насчет экскурсоводов и как они страну преподносят, что сделать, чтобы хорошо это преподносилось. При становлении экскурсоводом, конечно, в первый год работы, второй год работы не получается все так, как ты хочешь. Вот тебе как дают? Обычно тебе дают текст, вот, допустим, Гагра-Рица, вот выучи, ты его выучишь, пойдешь на экскурсию работать. Такого никогда не будет. Вы, выучив текст, не сможете все равно рассказать и влюбить людей в страну
если сами от души, от всего сердца то не есть будете каким рассказывать. должен быть экскурсовод? Вот, давайте я на своем примере расскажу. Вот мне первый день моей работы, это много лет назад, мне дали микрофон, и вот иди рассказывай. Что я знаю? Я студент исторического факультета, знаю только историю Абхазии в основном, с растениями, травами у меня плохо. И я начал рассказывать, да, люди вначале слушали, но, к сожалению, через час они практически уснули. Потому что все это приходит только с опытом, с годами. Нужно не только рассказывать что-то серьезное, нужно иногда шуточку добавить, что-то интересное рассказать. Все нужно разбавлять туристам. Их постоянно внимание нужно держать на себе. Вот постоянно. То есть, если ты рассказываешь, а турист там что-то смотрит там в телефоне или смотрит на тебя сбоку, что происходит или так далее, значит, ему неинтересно то, что ты рассказываешь. Вот часто бывает такое, что с экскурсоводом поехали люди, я спрашиваю, с кем вы были? А мы не знаем, мальчик или девочка был. Тоже не помним, кто тогда был у нас, говорят. Но как понять, что все-таки туристам понравился экскурсовод, это если они его запомнили, имя, что они потом рассказывают, что вот мы хотим только с ним поехать. Это все проходит с годами. С практикой нужно постоянно практиковаться. От того, что ты знаешь информацию... Скажи, человек, который не любит историю, он может быть хорошим экскурсоводом? Почему нет? Он-то может рассказать. Да. Допустим, я знаю экскурсовода, который является ботаником. Он так рассказывает историю, конечно, это пока он с Гагры до Бзыбского ущелья доезжает, он рассказывает эту историю, а потом, когда он только заезжает в Бзыбское ущелье, все в его стихии, то есть там растение, здесь травушка, здесь листочек, он все интересно рассказывает. Вся работа экскурсовода, в первую очередь, тоже, не в первую, а в одну из главных, ставит тоже начальник фирмы. Вот, например, в одной из фирм, где я работал, у него главное правило. Неважно, сколько вы денег принесете, ничего, завтра заработаете, послезавтра заработаете. Главное, чтобы турист всегда был доволен. Он всегда прав, какая бы ситуация у вас ни произошла. Всегда. Произошло что-то, вы говорите «да», пытайтесь разрешить эту Турист ситуацию. выпил, нахамил, все равно ты должен выдержать прям это до всё. такого мы, конечно, не допускали, чтобы было, да, конечно, были там, я не знаю, высказывания плохие, выпил человек, ты ему говоришь, не пей, пожалуйста, ты людям мешаешь и так далее, но стараешься урегулировать абсолютно все ситуации внутри тихо, спокойно. То есть одними, допустим, как я говорил, знание истории, их очень сложно удержать. Но я, например, как делал? Я всегда смотрел каждому в глаза. Вот экскурсия закончилась, допустим, в 10 часов вечера. У меня 50 человек могло сидеть в машине, в автобусе. Я подходил к каждому, спрашивал, как у них дела, все ли им понравилось, есть ли какие-то замечания и так далее. То есть, чем лучше ты работаешь, тем больше ты заработаешь, даже если ты не стремишься заработать денег. И всегда будут приезжать именно к тебе попасть А вот работая на с экскурсию. экскурсоводами, как-то вот контролируя или проверяя их работу, с чем вы сталкиваетесь? Есть ли экскурсоводы, на которых очень много хороших отзывов, или наоборот, есть отрицательные отзывы? Или эти отзывы не к вам приходят, они приходят на Обычно фирмы, на точке реализации, на где фирмы? они продали экскурсионный билет, то есть по тому или иному маршруту, они приходят туда жаловаться именно. И уже директор пытается разрешить этот конфликт, либо понять, в чем здесь ситуация и что нужно исправить. Там место объективные. Вот, тоже там. Вот, допустим, нам недавно жалоба пришла на экскурсовода. И что он сделал? Но человека мы знаем, вот сказали, что, не буду называть, человек выпил на экскурсии. Экскурсовод выпил? Да. Я прекрасно этого человека знаю. Я знаю, что он никогда в жизни не пил ни грамма. Просто люди были чем-то с утра недовольны, им это не нравилось, то не нравилось. То есть сидело 20 человек. То есть эту информацию еще надо проверять? Да, вот мы созвонились и с директором фирмы, и с экскурсоводом созвонились. Мы все разузнав, тем более там еще, переписки были в WhatsApp. То есть все это онлайн происходило, когда это все было. То есть не всему можно доверять, нужно все, конечно-таки, четко разузнать, что на самом деле было. Письмо написали отдыхающие из Литфонда, Питиуса и так далее. Вот группа подписала это письмо. Они написали письмо на имя президента, по-моему, написали в Минтуризм и написали вот на абхазское телевидение. Они рассказывают о том, как они довольны, какая Абхазия классная страна, красивая, уютная и так далее, и так далее. Но они пожаловались на то, что в районе там Литфонда, я, кстати, не видела, мы будем
изучать, кстати, этот вопрос, поскольку они к нам обратились и ждут ответа. Огромный забор, который там выстроен. Я даже не знаю, в каком году это построили, мы просто это будем изучать. Но сам факт, что они говорят, что у людей, которые отдыхают вот в этих домах, да, вот, или санаториях, должен быть вот комфортный выход, прямой выход на берег, к морю, чтобы они могли выйти и зайти в море, скупаться, вернуться и так далее. А там, оказывается, передвигаться очень сложно. Но это следует из письма, и они тоже ждут нашего расследования и нашего ответа, но в целом письмо написано с большой любовью. И вот то, что они говорят про забор там около вдоль Литфонда, это было написано как письмо доброжелателей, Так что есть очень много людей, которые любят нашу страну. У каждой туристической страны есть бренд. Есть бренд Абхазии? Бренд и так да? сохранился с советских времен, что Абхазия является здравницей. И всесоюзная была, и сегодня, сказать, всемирная не стала, но, к сожалению, есть на то объективные причины, но россияне любят, и любят останавливаться у нас в Абхазии, в городах и в районах. Я сейчас не просто, как некоторые там будут говорить, там вот, там в Сочи не так или в других. На самом деле Бог нас не обделил. Я когда ехал, неспроста, я бываю там как-то, еще раз я заехал, вот такой пиковый сезон, я не выезжал в эти направления. Максимум до Лазаревска доезжал. Но когда я посмотрел, в каких зонах морские ванны принимают российские туристы, которые там живут, да, в России, и когда они к нам приезжают, какие бы у нас сложности не были бы, насколько бы мы не развивались бы, не создавали бы, то, что на самом деле нам надо всем сохранить, необходимо, не надо наши реки превращать в коммуникации, наши ливневки превращать в коммуникации. Черное море, прибрежная зона Республики Абхазия всех будет кормить, от малого до великого. Да, вот это бренд, то, что в сегодняшнее время наша прибрежная зона самая чистая, самые чистые реки. Такие бурные реки на таком отрезке. Ну да, столько про экологию говорят все как мы туристы, делим как плюс восточно или Абхазии. западно. Просто про бренд, почему я так спросила. Бренд у нас это... Общаясь с одной моей знакомой, которая занимается размещением туристов, ее сотрудники в июле месяце, у нее 2 девушки-сотрудники, одна заработала 270 тысяч, а другая 340 тысяч. Она мне скриншотами показала вот отчисления с карты. Я к чему говорю? Она, когда общалась мы промолчим о своей зарплате. Занимайтесь той же деятельностью, они, правда, делают все. Вот турист приехал, он хочет на завтрак мидии. Они договариваются с отелем, с гостиницей, чтобы у него были мидии. Хочет этот турист, например, предложить руку и сердце своей девушке на вершине горы. Они все это организовывают. Поэтому эти туристы и оплачивают соответственно. Поэтому надо работать, правильно? Она, кстати, она все видела в позитивном свете, нашу туристическую сферу. Она сказала, что наш отдых в Абхазии, это наш бренд Абхазии, это старт на человечность. Мы, кстати говоря, приглашали многих туроператоров, они не пришли. У них, я понимаю, горячий сезон. Они сейчас зарабатывают хорошие деньги, им не до нас. Просто я не называю фамилии, не называю имен. Они сами себя узнают. Люди, с которыми я созванивалась, и у которых есть хорошие объекты, и очень много гостей и так далее, они мне сказали так: дайте, пожалуйста, нам время, завтра, в первой половине дня мы вам скажем, сможем мы участвовать в вашей передаче или нет. И ни один из них не перезвонил. Если мы хотим развивать туризм, мы с вами должны формировать туристический образ нашей прекраснейшей страны. Вот когда я делала заготовку, писала текст, я специально оставила слово, я не люблю эпитеты и так далее, но оставила слово «прекраснейшее», потому что я помню время, когда мы вот так вот говорили о своей стране. Много лет уже мы перестали, когда мы свободны, тем более, перестали говорить о себе, о своей стране, вот такие вещи.
она на самом деле прекраснейшая. Когда нам туристы каждый день, вот кого мы вот это самое записываем на эфир и так далее, говорят, у вас природа красивая, начинается с этого, природа красивая. И очень часто, кстати, говорят, что люди добрые, мы это слышим часто. Хочется, чтобы не только природа, но и весь турпродукт, который создают наши люди в нашей стране, был должного качества, высокого качества. Все наши туруслуги были высококачественные. А вот наше умение взаимодействовать с приезжающими к нам туристами, мне кажется, что это очень важная и, может быть, основа для формирования положительного туристического имиджа нашей страны. Спасибо вам большое, всем участникам. В студии было жарко. Обсуждение, может быть, не было жарким, а было таким деловым. Так получилось. Но в студии, правда, очень жарко, и мы эту жару выдержали. Спасибо нашим зрителям. Это была Аргама. И если мы вас не утомили, продолжайте смотреть Апсуа ТВ. До свидания. До свидания. Через.